Объем внутреннего валового продукта в январе-июне текущего года по предварительной оценке составил более 453 миллиардов сомов, показав увеличение по сравнению с прошлым годом на 3,9%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Объем внешней взаимной торговли за этот период достиг более 5 миллиардов. При этом увеличились экспортные поставки почти на 22%, а импортные поступления на 29,2%. При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 17%, а импорта 83%. Объем взаимной торговли Кыргызской республики с государственными членами ЕС в январе-мае 2023 года составил около 1,6 миллиарда долларов США. И по сравнению с январем-маем 2022 года снизились на 3%. В Нацстаткоме посчитали и рост средней заработной платы по стране. Если в мае средний месячный заработок был чуть больше 23 тысяч сомов, то сейчас он равен 31 тысяче. Повышение, в частности, наблюдалось в сферах госуправления и обороны. Наиболее значительное их повышение наблюдалось в сфере государственного управления и обороны, искусства, операций с недвижимым имуществом, информации и связи, образования, деятельности гостиниц и ресторанов, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспортной деятельности и хранения грузов, а также в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения. В этом году общая площадь посева сельскохозяйственных культур составила 1 миллион 232 тысячи гектаров, что больше на 3300 гектаров, чем в 2022. Наиболее высокий урожай приходится на крестьянские хозяйства Чуйской области. Там засеяли 417 тысяч гектар. Во всех регионах республики наблюдаются темпы роста посевных площадей сельскохозяйственных культур. Наиболее высокий темп роста показали хозяйства Джалабадской области. Значительное увеличение посевных площадей в городе Ош связано с освоением неиспользованной пашни 2022 года. В этом году было ими освоено более 400 гектаров, или это 34,7% от всей площади пашни города Ош. На 2023 год площадь пшеницы составила более 232 тысяч гектаров, площадь ячменя более 239 тысяч гектаров, кукуруза на зерно более 113 тысяч гектаров. За отчетный период прирост потребительских цен и тарифов в целом по стране составил более 5%. При этом цены на алкоголь и табак повысились на 7,7%, на пищевые продукты 3,6%. Максимальный прирост зафиксирован на Рынской области. Говоря о росте, можно отметить, что число абонентов мобильной связи превысило 7 миллионов, показав увеличение на 122 тысячи. Число абонентов мобильной связи превышает в 34 раза число абонентов стационарной связи. Расчет числа абонентов связи на 1000 человек населения на конец 2022 года составил 1057, что говорит о том, что часть пользователей мобильной связи использует несколько телефонных номеров. Число абонентов телефонной сети общего использования на 1000 населения составило 32, снизившись за последние 12 лет почти в 3 раза. Следует отметить, что наибольшая доля торговли Кыргызстана со странами ЕС приходится на Россию и Казахстан. Жибек Исакова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.